На торжественном открытии декады родного языка и литературы учащихся Тампонской гимназии поздравила заместитель главы по социальным вопросам Оксана Назаренко. Сегодня в Тампонском районе проживает более 50 национальностей, поэтому особое внимание уделяется сохранению родных языков. В райцентре ежегодно проводятся смотры конкурсы общин. В Хандыкской средней школе есть классы с обучением на якутском языке, а в детских садах – кружки якутской национальной культуры. Моя семья очень многонациональная. Например, родственники моей мамы родом из Санкт-Петербурга, из Красноярска. Папа мой родился в Белоруссии. А сама я родилась в Хандыге и считаю себя якутянкой. Это моя родина, я ее очень люблю. И считаю, что подобного рода мероприятия очень важны. Я больше узнаю о своей родине, о Якутии, о традициях и об этом народе. В этот день муниципальный куратор проекта «Навигаторы детства» Елена Винокурова провела уроки о важном. Она ознакомила ребят с материалами об исследователях, стоявших у истоков формирования якутского словаря и якутской грамматики. Старшеклассники с интересом слушали рассказы об Отто Бётлинге, первом составителе якутского алфавита, Семене Новгородове, который работал над первым якутским букварем. Основная задача моего занятия была привитие любви к родному языку, потому что якутский язык очень богатый, и главное, дети поняли историю происхождения якутского языка. В рамках декады по всем школам пройдут различные мероприятия по популяризации, сохранению и развитию родных языков. В частности, в Тампонской гимназии это настольные игры, конкурсы чтецов, онлайн-викторины для родителей, спортивные игры и бега анюллара. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.